Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа. Величайшее сокровище – хорошая библиотека. Великие умы знали, что говорили. В книгах сосредоточена вся интеллектуальная сила человеческого общества. Кладезем знаний остаются они и сейчас, даже в эпоху цифровой трансформации. Первые книгохранилища появились на Древнем Востоке приблизительно 2500 лет назад до нашей эры. Это было собрание глиняных табличек, а крупнейшим центром античной книжности стала Александрийская библиотека в III веке до нашей эры. Первую известную на территории Древней Руси библиотеку основал в 1037 году в Софийском соборе Киева князь Ярослав Мудрый. Богатыми книжными коллекциями владели представители придворной знати, духовенства. Чебоксарская городская библиотека, с которой началась история национальной библиотеки, ровесница первого чувашского букваря. Патриарх родной словесности подготовил его к печати еще в 1871 году. В своем завещании чувашскому народу великий просветитель писал: «Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить образование. Помните, что вы сами должны помогать своим бедным и обездоленным сородичам, не надеясь на то, что помощь к ним придет откуда-нибудь со стороны. Помните, что долг работать над просвещением чуваш лежит прежде всего на вас, на людях, которые вышли из их же среды». Именно такие люди и организовали первую библиотеку, чтобы привлечь к чтению. История библиотеки началась в 1870 году. Тогда представители чебоксарской интеллигенции направили казанскому губернатору официальное прошение о дозволении открыть библиотеку. Ответ был положительный, и уже 24 января 1871 года состоялось первое общее собрание членов-учредителей и подписчиков. Чебоксарская публичная библиотека начала свою работу. В фонде изначально было всего 80 книг, которые пожертвовали основатели. Собрание пополнялось за счет частных книжных пожертвований читателей и на средства от ежемесячных взносов и небольшой входной платы. Но в уставе библиотеки было прописано, что бедные по особым правилам могут пользоваться ее услугами бесплатно. В 1892 году к ее названию добавилось слово «общественное». Чебоксары стали первым из 12 уездных городов Казанской губернии, в котором открылась публичная общественная библиотека. Я убеждена в том, что это были лучшие представители своего поколения. Восхищает та мера огромной ответственности этих молодых людей за учрежденную ими библиотеку. Ведь несколько десятков лет библиотека действовала без бюджетного финансирования, благодаря лишь пожертвованиям, абонентской плате своих читателей. Часто меняла помещение и не раз оказывалась даже перед закрытием библиотеки. Учредители библиотеки дежурили по очереди в библиотеке, выдавали книги в читальном зале и на абонементе. При этом они выступали и благотворителями, потому что собрание учредителей Чебоксарской общественной библиотеки приняло единогласное решение о бесплатной выдаче книг учителям сельских и городских школ. И библиотекари регулярно посылали учителям в специальных сумках эти книги с указанием имени читателя и помня их запросы. Руководство города оценило по достоинству вот этот вклад в развитие нашего города. В первый юбилей нашей библиотеки, 25-летие со дня создания, наградила работников библиотеки благодарственным письмом, где выразила огромную искреннюю признательность за помощь учителям. Конечно, библиотека прошла за эти 1,5 столетия огромный, насыщенный событиями путь. И оглядываясь на эти 1,5 столетия истории нашей библиотеки, мы видим, что все поколения библиотекарей были на службе наших читателей. В революционные годы власти и духовенство всячески оберегали библиотеку от проникновения в ее стены крамольной литературы. Не допускались и другие факты инакомыслия. Понятно, что так или иначе за деятельностью библиотеки все-таки наблюдала власть. И известен такой факт, когда учредители библиотеки и библиотекарь получили письмо о том, что мы знаем о том, что вот на стене вашей библиотеки портреты
императора и его супруги висят рядом с портретами писателей. А писатели эти были Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Жуковский, Грибоедов. И библиотекарь снял портреты писателей. И он оставил на стене портрет императора и его супруги Александры Федоровны. Поэтому есть такие факты очень интересные, которые свидетельствуют о том, что так или иначе библиотека уже вошла в такие широкие общественные отношения, в этот контекст. 1920-22 годы были сложными для Чебоксарской центральной библиотеки, как и для других учреждений культуры. Она была передана на местный бюджет. Во всем Поволжье в это время был страшный голод, но именно в это время Чувашия становится автономной областью. В Чебоксарах открывается первое книжное издательство. Книги, газеты, журналы начинают печататься на чувашском языке. С этого периода библиотека наиболее полно комплектуется краеведческой и национальной литературой. Михаил Сеспель пишет стихотворение «Чувашский язык». Впервые его печатают в газете «Канаш». Навсегда очищен пламенем свободы. Новый день сияет над моей страной. Скрылась тьма глухая, пронеслись невзгоды. Наконец ты волен, наш язык родной. Если ни насильем, ни цепями время не смогло навеки в прах тебя стереть, то и в новой жизни наравне со всеми языками мира будешь ты звенеть. Эта публикация, как и многие другие, хранится и по сей день в отделе национальной литературы и библиографии. Сегодня это один из крупных краеведческих центров республики. Отдел был образован в 1972 году. С этого времени здесь собирают всю информацию о родном крае, о людях, которые внесли значительный вклад в развитие республики. Самые старые издания, самые уникальные издания в нашем отделе – это книга сочинений, принадлежащих грамматике чувашского языка 1769 года. Это первая книга на чувашском языке, первая грамматика чувашского языка написана на русской графике. Национальная библиотека – это единственная библиотека, где хранится наиболее полное собрание всех произведений чувашских авторов о Чувашии, что опубликовано в нашей республике в первую очередь, но и за ее пределами. А больше такого уникального фонда, где собрана вся информация о республике, нет. В 30-е годы в Чувашии увеличивается число массовых библиотек. Их уже более 800. Растет книжный фонд. Появляются научные, профсоюзные, совхозные, колхозные, школьные библиотеки. К концу 1935 года в фондах Чебоксарской центральной библиотеки было около 70 тысяч книг. Из них на чувашском языке около 5 тысяч. Был подготовлен новый алфавитный каталог. Для малограмотных оформлен отдельный стенд с литературой. Центральная библиотека постепенно превращалась в методический центр для периферийных культурно-просветительских учреждений. Это привело к получению нового статуса. В 1938 году ее переименовали в Республиканскую библиотеку имени Максима Горького. Во время Великой Отечественной войны библиотекари берут на себя огромную просветительскую миссию. Они открыли десятки пунктов выдачи книг в эвакогоспиталях, военкоматах. На предприятиях библиотека не закрывалась ни на один день. Не прекращается работа с малограмотным населением. В 50-е годы перед библиотекарями встают новые задачи в связи с развернутой КПСС-кампанией, что называется «в духе времени». Привлекать к чтению каждый колхозный двор, каждую семью. Библиотека несколько раз меняла расположение и лишь к столетию поселилась на проспекте Ленина. В апреле 1994-го она получает статус национальной. Просторная, с книгохранилищами, оборудованными по современным стандартам, читальными залами, библиотека стала местом притяжения для тысячи жителей. Рукописи, как известно, не горят, но время порой запускает необратимые процессы. В библиотечные процессы внедряются компьютерные технологии. Создается электронный каталог новых поступлений, сводный каталог чувашской книги. На сегодняшний день интернет-портал «Культурное наследие Чувашии» – самый популярный электронный информационный ресурс библиотеки. В фонде 60 тысяч книг, газет и журналов на чувашском языке. Более 40 тысяч документов оцифрованы и доступны в электронной библиотеке. Это аудиокниги, озвученные актерами чувашских театров. Коллекция электронных изданий, посвященная выдающимся деятелям республики. Вторую жизнь в микрофильмах получили газеты «Хыбар», литературно-художественный журнал «Сундал», труды просветителя чувашского народа Ивана Яковлева. Фонды библиотеки – важная часть культурного наследия России, информационного ресурса страны и имеют огромную историческую, научную и духовную ценность. Мы храним в фондах библиотеки 2 миллиона томов книг.
и они сегодня сохраняются соблюдением всех требований температурно-влажностного режима и так далее. Поэтому автоматизированы в библиотеке все основные процессы библиотечные. Автоматизирован процесс формирования фондов, библиографических ресурсов, обслуживания читателей, безопасность нашего издания. Это все, конечно, находится на очень высокотехнологичном уровне. Я считаю, что наша библиотека на всем протяжении ее 150-летней истории внесла свой огромный вклад в становление нашей республики с момента ее создания, нашей республики. Она была в ногу со временем, она отзывалась на важнейшие потребности нашего общества и нашей республики на всех ее этапах. Касалось ли это развития науки, промышленности, общественных отношений. Библиотека всегда была рядом и будет рядом с нашей республикой. В 2006 году началась масштабная реконструкция здания Национальной библиотеки, которая длилась 3 года. В 2011 построили новый корпус. Большие площади дали библиотеке новые возможности. В электронном читальном зале вы не увидите книжных стеллажей. Здесь царят компьютеры. Издания, ценные документы, газеты, журналы только в оцифрованном формате. Они доступны всем на сайте библиотеки, но произведения, которые находятся под защитой авторского права, можно посмотреть только в читальном зале. У нас открыты виртуальные читальные залы президентской библиотеки и национальной электронной библиотеки. Национальная электронная библиотека – это федеральная информационная система, которая собирает и хранит в электронно-цифровой форме книги из фондов крупнейших библиотек России. Президентская библиотека имени Бориса Ельцина – одна из 3 национальных библиотек России, которая собирает и хранит в электронно-цифровой форме материалы, аудиозаписи, видео и иные документы, отражающие историю российской государственности, теории и практики права, русского языка как государственного языка Российской Федерации. В этой библиотеке представлено около 1 миллиона документов, которые могут быть полезны научным работникам, учителям, а также школьникам. Настоящая сокровищница библиотеки – это центр редкой книги. Именно здесь хранятся самые старинные, самые ценные, редкие, необычные издания, начиная с 1643 года. 17,5 тысяч документов по всем отраслям знаний. Самые редкие книги – это, конечно, рукописные. Здесь хранится Библия на чувашском языке, напечатанная в Китае на рисовой бумаге. Чувашский народ стал вторым в России после русского, который имеет полный перевод Библии на свой родной язык, что говорит о неимоверном богатстве чувашского языка. Объемный томик Библии уместился в такое изящное издание. Получился. Вот такая. Ева Николаевна Лисина, родная сестра Геннадия Айги, наша писательница, 19 лет жизни отдала для того, чтобы перевести эту Библию. Здесь же хранятся книги времен Великой Отечественной войны. Тематика, формат, тираж, бумага отличают их от остальных. Это особый период в истории книгоиздания нашей страны. Есть в отделе миниатюрные издания. На ладони может поместиться целая библиотека таких. Здесь сохранились книги из домашней библиотеки братьев Таланцевых. У них была одна из самых больших известных коллекций. В ней насчитывалось более 12 тысяч книг и журналов на 3 европейских языках. Из них в библиотеке 3,5 тысячи экземпляров. Один из самых значимых проектов библиотеки – зал народного поэта Чувашии Геннадия Айги. Здесь собрана самая большая в мире коллекция изданий и документов, связанных с творчеством известного поэта с мировым именем. Это поэтические сборники и публикации поэта на 26 языках мира, издания материала о его жизни и творчестве. Этот зал в этом смысле хранит память о нашем поэте, слава Богу, о людях, которые с ним общались, помогали ему, работали вместе с ним, были в таком сотворчестве, поэтому это замечательное такое место, скажем так. Вот. Я просто сам здесь, конечно, с теми людьми не общался, но некоторых из них тоже мне приходилось видеть. В свое время, когда я учился в аспирантуре в Москве, общался с Геннадием Николаевичем довольно так тесно. При жизни сам Геннадий Николаевич участвовал в создании такого собрания. Библиотека издала в 2004 году библиографический указатель его произведений, публикации о нем.
Сегодня Национальная библиотека – это культурный, научный, информационный центр республики, главное государственное книгохранилище Чувашии, площадка, которая объединяет людей разных поколений. Здесь проходят выставки, презентации книг, встречи писателей и художников. Библионочь интересна каждому, и каждый найдет в ней что-то новое. Это всероссийская акция, к которой Национальная библиотека Чувашской республики ежегодно присоединяется. Каждый год мы предлагаем своим посетителям более 40 площадок на различные темы для абсолютно разной аудитории возрастной. С удовольствием, с большим рекомендую клуб выходного дня всей семьей в библиотеку. Ежемесячно мы приглашаем молодых родителей с детьми познакомиться с главным храмом знаний. И совершенно новая форма, которая появилась в библиотеке совсем недавно, это ДНК – День новой книги или День новых книг. По вторникам, раз в месяц, Национальная библиотека превращается в огромную площадку, где презентуются новые книги, рассказываются о них, проводятся встречи с авторами, игры. Библиотека – это та площадка, в первую очередь, в которой ты развиваешься постоянно. Самое главное, здесь, как и раньше, работают профессионалы, которые делают все возможное, чтобы люди продолжали читать. Оставаться на одной волне с читателями на протяжении 150 лет – это дорогого стоит. Вспоминаются свои студенческие годы. Это было местом паломничества студентов. Мы тут очень много, сильно, упорно занимались. Но это еще было, кроме этого, место встречи для друзей, коллег. И тут же можно было прочитать, полистать, допустим, тот или иной номер газеты или журнала. Чего не было у студентов таких возможностей в своих общежитиях. По истечению большого количества лет Национальная библиотека, она оправдывает название национальной, оставаясь первой, среди первых, да, и по возможностям информационных ресурсов, а сегодня массово эти ресурсы распространены, интернет и так далее, тем не менее библиотеке удается держать вот это первенство. Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге. Племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. Национальная библиотека Чувашии продолжает хранить самое ценное и развивается как современная площадка для новых поколений.